Дорогие друзья, уважаемые гости, когда мы говорим о Джохаре Дудаеве, мы говорим не только о прошлом Чечении. Мы также говорим о настоящем Европе и о той модели российской имперского фашистского насилия, которую мы видели повторяющейся от Чечении до Грузии и до Украины. Джохар Дудаев олицетворял свободную Чечению, но он также олицетворял нечто более конкретное и для Москвы гораздо более опасное. Чечению светскую, правовую, политически современную и ориентированную на Европу. Он отстаивал идею, что Чечения может стать демократическим государством, основанным на конституционном порядке, человеческом достоинстве и верховенстве закона или верховенстве права. Именно поэтому он стал столь важной целью для России. Прежде всего, нам следует отвергнуть один ложный стереотип. Чечения не просто отделилась от России. На самом деле она сформировалась в период распада Советского Союза, провозгласила независимость даже раньше некоторых бывших союзных республик и сделала это до того, как Россия, Беларусь и Украина в декабре 1991 года официально договорились о ликвидации СССР. Чечения была одним из государств, возникших на руинах Советской империи, и имела не меньше права на независимость, чем другие. Это имеет принципиальное значение, поскольку меняет наше понимание конфликта. Это было не просто сепаратистское восстание внутри обычного государства. Это была борьба за то, будет ли постсоветское пространство управляться принципом свободного самоопределения народов, или Москва оставит за собой право восстановить империю силой. И в 1992 году Чечения дала на этот вопрос максимально ясный ответ, приняв конституцию, которая была поразительно демократической и устремленной в будущее. Эта конституция определяла Чечению как демократическое правовое государство. Она ставила права человека в центр государственной политики. Она утверждала верховенство конституции и законов. Она обязывала государство в своей внешней политике руководствоваться международным правом и стремлением к миру. Она учреждала конституционный суд и систему общих судов. И она отвергала националистические и основанные на ненависти политические движения. Иными словами, у Чечении действительно был современный конституционный проект. У нее была светская и демократическая политическая основа, и Джохар Дудаев находился в центре этой основы. Именно поэтому Москве было необходимо его устранить. Кремль боится не только вооруженного сопротивления и не столько вооруженного сопротивления. Он боится политических альтернатив. Он боится лидеров и народов, которые доказывают, что существует иной путь за пределами империи, путь демократии и европейской политической идентичности. Именно поэтому Россия подавила демократическую Грузию. Именно поэтому она стремится уничтожить Украину. Именно поэтому она сделала своей целью Дудаева. Потому что Украина, как и Грузия до нее, представляет для Москвы не просто геополитическую потерю, но и политическую альтернативу самому режиму в Москве. Успешное демократическое государство на постимперском пространстве обнажает моральную и политическую несостоятельность российского фашизма или рашизма. Оно показывает, что народам, когда-то находившимся под контролем Москвы, не нужны ни автократия, ни имперская ностальгия. Чечения при Дудаеве также представляла такую альтернативу. И после убийства Дудаева ситуация начала ухудшаться. Его ликвидация означала не только устранение военного лидера. Это было устранение важнейшего символа светского, национального и демократического чеченского проекта, чеченского выбора, если хотите. После этого под давлением войны, разрушений и международной изоляции пространство для конституционной политики резко сузилось. Дальнейшее стало трагическим искажением чеченского дела. Национально-демократическая борьба за независимость постепенно оказалась вытесненной полевыми командирами, раздробленностью, криминализацией и усиливающейся исламизацией. Конституционное видение 1992 года все больше отходило на второй план по мере усиления религиозного экстремизма и внеправовых центров власти. Отказ от демократической законности стал катастрофой, как для самой Чечении, но одновременно стал таким же подарком для России. После ослабления политического наследия Дудаева Москве стало значительно легче представить Чечению не как нацию, защищающую свое право на самоопределение, а как территорию хаоса, фанатизма и терроризма. А после 2001 года, в контексте глобальной войны с терроризмом, это стало еще проще. Россия цинично переупаковала колониальную войну в формат антитеррористической операции. Она использовала язык глобальной безопасности, чтобы оправдать имперское насилие. В этом смысле убийство Дудаева было направлено не только против Чечении. Оно было направлено на уничтожение европейского, светского и демократического облика чеченской независимости и на замену его образом, который Москва могла легче манипулировать в глазах мира. Наследие Дудаева напоминает нам, что рашизм не просто оккупирует территории. Он ликвидирует проевропейское будущее еще до того, как они успевают укрепиться. Разумеется, вместе с так называемой победой в Чечении свобода быстро исчезла и внутри самой России. В свое время Дудаев говорил, что если Европа будет считать войну в Чечении внутренним делом России, то наступит день, когда сама Европа станет внутренним делом России. Сегодня эти слова уже звучат как предупреждение, уже не звучат как предупреждение из прошлого. Именно поэтому память о Дудаеве – это не только акт исторической справедливости, это урок стратегической ясности для всех нас, от Украины до Европы. И даже для утративших геополитические ориентиры Соединенных Штатов. Спасибо вам за внимание.